Меня не любит, а на небе солнце все так же греет. Good morning. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you. You're not the truth. No one could look as good as you. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, that you look lovely. Ну что ты кричишь, Оскар, А сколько вам лет? Ты что, можешь запомнить 13-значные числа? Заливаете. Я устроилась сюда контрабандой. Для сиделки установлен предельный возраст. Вы просрочены? Ага. Как ёбу? Цыц. Хорошо. Я буду нем как рыба. Ау, no, вот блин. Бабушка Роза, Ну, Оскар, это профессиональная болезнь. Если б я использовала только деликатное выражение, то давно бы прогорелась моим ремеслом. а кем вы работали? Ха, ни за что не поверишь. Клянусь, поверю. Ну хорошо, я тебе скажу. Я занималась борьбой. Кетчуп. Я не верю. Точно, выступала. Меня даже прозвали душительница из Лангедока. Душительница из Лангедока? Да. Звучит здорово. Сюрпризы завтра. Хорошо. Оскар, здесь твои родители.
проехали большой путь ради нашей Наскара. Я все понимаю, но мы испробовали все. Абсолютно все. Я не сомневаюсь, доктор. Вот уже несколько месяцев нет никаких улучшений. Но вы должны продолжать Мы лечение. так это делаем, вы понимаете? Несколько месяцев нет никаких улучшений. А если попробовать что-то другое? Ведь есть... Я хочу видеть бабушку Розу. Good morning. Good morning. Я хочу видеть бабушку. Нет, я хочу видеть бабушку Розу. Я хочу видеть бабушку Розу. Разыщите эту даму. Скар. Скар. Малыш. Скар.
почему ты хочешь, чтобы тебе сказали это? Если тебе это и так известно. Мне кажется, бабушка Роза, что люди изобрели какую-то иную больницу, чем есть на самом деле. Они все ведут себя так, как будто сюда приходят лишь только для того, чтобы вылечиться. Но ведь сюда приходят еще и умирать. Ты прав, Оскар. Думаю, что ту же самую ошибку совершают и по отношению к жизни. Мы забываем, что жизнь, она тонкая, хрупкая. Мы делаем все, чтобы оказаться бессмертными. С моей операцией ничего не вышло, и так, бабушка Роза? Разумеется, я тебе ничего не говорила. Поклянись. Теперь, с кем я сражалась? Меня прозвали лангедокской потрошительницей. Я 20 лет сражалась с девалицей Синклер, голландкой, у которой вместо грудей 2 снаряда. Я сражалась с Ула-Ула, по прозвищу Бухенвальдская. И каждый раз в битюне она завоевывала кубок. Но мне так хотелось заполучить этот битюнский кубок. Что же вы сделали, бабушка Роза? Пока она поднималась на ринг, мои друзья обсыпали ее мукой. Масло плюс мука. После этой схватки ее называли не угрём лентя, а панированной треской. Вы меня извините, бабушка Роза. Я здесь не вижу никакой связи. Скай, но я ее прекрасно вижу. Всегда есть выход. Всегда можно что-то придумать. Ну, вроде этого трюка с пакетом муки. Но я их одолела и ни разу не сдалась, дружочек мой. В моем ремесле я бы иначе не выжила. Оскар, знаешь что? Тебе нужно написать опыт. Он же все-таки помощнее, чем я. Нет, бабушка Роза, нет. Нет, только не вы. Что? Почему не я? Не вы, я думал, вы не умеете обманывать. Но я тебя не обманываю. Тогда почему вы заговорили про полк? Я же уже слышал эти сказки про Деда Мороза. Хватит. Но, Оскар, между полком и Дедом Морозом нет ничего общего. Нет, есть. Это одно и то же, это одно и то же. Акционерное общество, запутривание мозгов и компания. Ты воображаешь себе, что я проведя 3... Деду Морозу я не верю, я верю в Бога. Когда так говорят, это точно другое дело, Оскар. Что же мне написать? Тебе будет не так одиноко. Не так одиноко с тем, кого не существует? Поверишь, он будет существовать чуть больше. А когда будешь верить упорно, он заживет в полную силу. Тогда сделает тебе добро. И кроме того, ты можешь у Бога что-то попросить. Но что-то одно каждый день и не более одного. Слабоват ваш бог, бабушка Роза. Вот молодец. Я могу у него попросить все, что угодно? Да, Все, что угодно. да, все что угодно. Все, что угодно. Да. То есть я могу у него попросить машину, и шоколад, и конфеты, которые продаются вон там. Нет, Оскар, ты можешь у него попросить только вещи
совершенно занят в школе. Я с таким же успехом могу написать: «Привет, Бог! Меня прозвали яичная башка. На вид мне лет 7, я живу в больнице, потому что у меня рак». А не писал я тебе все это время, потому что совершенно не подозревал о твоем существовании. Но если бы я так написал, то... Сейчас я тебе все объясню. Больница! Это классное место! После того, как мне сделали операцию по пересадке костного мозга, я им стал неприятен. Когда доктор Дюссельдорф во время утреннего обхода не может нащупать мой пульс, он мной страшно недоволен. Смотрит на меня так, как будто я провинился в чем-то. А я ничего не провинился. Во время операции я послушно себя вел. Иногда мне хочется встать и сказать, что, возможно, это он, доктор Дюссельдорф, со своими черными, хмурыми бровями запорол всю мою операцию. Но у него такой печальный вид, что обвинения у меня в горле застревают, и я не могу ничего сказать. И чем печальнее выглядит доктор Дюссельдорф, тем больше я ощущаю свою вину. Я начал чувствовать себя каким-то монстром, чудовищем. Я понял. Я плохой больной. Я плохой пациент. Потому что я мешаю им уверовать в то, что медицина — это здорово. У них хмурый вид, когда у меня хорошее настроение. Они смеются через силу, когда я пытаюсь пошутить, по правде говоря. Никто уже здесь не шутит, как раньше. И стоит им только сказать слово «смерть». Как они разворачиваются, и разговор прекращается. Будьте уверены, это слово улетает в какую-то дыру и там пропадает. Я на всех проверил. Вот. Ну вот, дорогой Бог. Я рассказал тебе вкратце, как живу здесь, в больнице, где меня считают помехой современной медицине. А теперь прошу тебя. Внеси ясность. Удастся ли мне выздороветь? Да или не нужно и вычеркнуть. Ну все. До завтра. Целую.
согласен на небольшую встречу. До 9 вечера. В остальное время я сплю. Я и днем, конечно же, сплю иногда, но это из-за лекарств. Так вот, если ты придешь, растормоши там как следует, хорошо? Только дурак проспит такую минуту. You can make it if you try. You can. You can make it if you try. Sometime you had to fall. Don't you know sometimes you wanna cry? Don't make me so bad sometimes. Сначала кормили его суровым мясом день. Ну, забивай это, потом пиво. Вот. Вот закон. Но мне пришлось потом изобрести новую тактику, чтобы победить ее. Кто тебе нравится больше всех? Здесь в больнице? Да. Ну, не знаю. Попкорн, бекон, Эйнштейн, чего-то. Нет. А из девочек? А, из девочек? Да. Ну скажи, я же никому не скажу. Я никому не скажу. Скажи. Ну, бабушка. Разве призраки соблюдают режим? Нет? И еще раз нет? Будь похитрее. Если они узнают, что ты объявил Пегги Плюш, что будешь защищать ее, то они не посмеют явиться. Оскар, сколько тебе лет? Не знаю, когда учиться. 10 часов. Тебе скоро стукнет 15 лет. Оскар, тебе не кажется, что уже пора осмелиться и проявить свои чувства? Тебе 15 лет, Оскар? Иди к Пегги Блю. Я приду завтра. За 10 часов. Мне 15 лет. Я иду к Пегги Блю. Стой. Куда идешь? Я к Пегги Блю. Стой. Опоздал. Теперь она невеста попкорна. Что ты заливаешь?
Я иду к Пегги. До свидания, Оскар. Дорогой Бог, прежде всего, довожу до твоего сведения, что ты не явился. Хотя у меня из-за моих возрастных проблем бессонница, я не сплю целыми днями, и я не мог прождать твой приход. Сейчас я переживаю переходный возраст. И, между прочим, не один. Выдалась масса хлопот с родителями, с приятелями, и все из-за девчонок. Да, вот такое половое созревание. Спасибо тебе, кстати, за него. Один раз пережить его я готов, но вот во второй раз нет, Бог, спасибо. Так, моя история. Сначала я тебя познакомлю с Пегги Блю. Пегги Блю — это голубая девочка. Она живет по этому коридору в последней палате. Она так славно улыбается, что кажется, как будто на минуту в больницу спустился ангел. У нее редкая болезнь, из-за которой ее кровь не поступает в легкие, поэтому у нее кожа постоянно голубого цвета. Скоро ей сделают операцию, и после нее у нее кожа снова порозовеет. Но вот мне кажется, что голубой цвет ей очень к лицу. Очень уж она красивая, эта Пегги Блю. Ночью, когда мы спим, к нам в палату приходят призраки. Они нас мучают, не дают нам спать. Мне не страшно, потому что сплю я крепко, а вот Пегги Блю кричит и стонет. Но бабушка Роза дала. Но мне с ними не хотелось разговаривать. Я им сказал, что очень хочу спать, и сделал вид, что заснул. Перед тем, как уйти, мама меня очень сильно, очень крепко обняла и сказала: «Я так тебя люблю, Оскар!» Я хотел было воспротивиться, но не стал, потому что я вдруг вспомнил прежние годы, когда их ласки были такими простыми, а восклицание «Я тебя люблю, Оскар» была такая небрежность. Вот такой вот душу денег Бог. Я понимаю, что в подростковом возрасте нет ничего приятного, но в 20 лет все уже утрясается, все становится спокойно. Так вот, Бог, моя сегодняшняя просьба. Пожалуйста,
так, чтобы мы с Пегги Блю поженились. Не хотелось бы тебя, конечно, торопить, но ответь пораньше. Ты же сам понимаешь. Времени у меня немного. Так вот, свадьба Оскара и Пегги Блю. Да или нет? Мне бы очень хотелось, Бог, чтобы ты мне все-таки помог. А, и все-таки. Какой же твой адрес? Пегги? Пегги! 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 Это снова они, да? Призраки? Как они? Разве это не ты сломала только что? А я всегда думала, что это ты кричишь по ночам. Мне казалось, что это ты. Что ты будешь делать, Оскар? Ты хочешь спать здесь? Со мной? Да, хочу.
уставший сегодня утром. Это нормально? 20-25 лет, гуляют по ночам. Совсем не берегут свои силы. За это приходится платить. Хуже. Дорогой Бог, займет? Я женат. Мне пошло 30. Ты говоришь, что пока еще рано. На самом деле, мне кажется, что она еще не готова. Мы с Легендой сегодня пили чай. Они с бабушкой Розой отличной палате. А потом бабушка Роза и медсестры, они нас охраняли, как будто мы какие-то капитаны. Легенда пообещала, что в эту же ночь, как только у нее появится возможность, она ко мне присоединится. Я же ей пообещал, что в этот раз я не буду использовать язык. А что? Это правильно. Это правильно, ведь мало того, что нужно просто завести детей. Нужно, чтобы хватило времени их воспитать. Я даже не знаю, чего у тебя сегодня просить. Потому что сегодняшний день был просто потрясающий.
Независимо от того, как Оскар! Оскар! Ты где, Оскар? Ты что спрятался? Что случилось? Бабушка Роза, почему твой Бог допускает то, что случилось с нами, со мной и с Пегги Блю? К счастью, он создал вас, малыш. Без вас жизнь была бы не такой прекрасной. Нет, бабушка Роза, вы не понимаете. Почему люди болеют? Что ты об этом знаешь? Да хватит скрывать от меня положение дел, бабушка Роза, у меня уже 30 лет. У меня рак, у меня жена на операции. Я прекрасно знаю, что такое жизнь. Можешь на меня положиться. Оскар, я тебя так люблю. Я вас тоже люблю, бабушка Роза. В шкафу. Сейчас. Вот он. Он уже немного старый. У него вон нет глаза одного. И ухо тоже одно отпало. И вся шерсть помялась. У него очень много складок. Он похож на вас. Я его усыновил, когда родители принесли мне нового медвежонка. Дорогой Бог, сегодня я оперирую Пегги Блю. Возраст 30 с хвостиком — это такой страшный возраст, да? Возраст ответственности, возраст забот. Сегодня в 8 часов утра Пегги Блю увезли на кушетку. Я посмотрел на нее и ужаснулся. Какая она была худая, ее можно было еле-еле различить из вот этих простыней. Потом пришла бабушка Роза и сказала, что мы должны приготовить палату Пегги Блю к ее возвращению. Мы пришли, стали убираться, застилать кровати. Потом я страшно устал и заснул. С ума сойти. Я в последнее время так много сплю.
ее родители сразу поняли, кто я, и отнеслись ко мне с пониманием. Они были очень взволнованы, а я был очень рад, потому что у Пеги кожа была до сих пор голубого цвета. Потом пришел доктор Дюссельдорф, и его хмурые брови тоже пришли с ним. И он сказал, что в ближайшие несколько часов все вернется в норму. Потом я посмотрел на маму Пегги Блю. Она была такая красивая, что я понял, независимо от того, какого цвета будет Пегги, я буду все равно ее любить, так как сейчас. Пегги Блю открыла глаза, улыбнулась мне, а потом своим родителям и снова заснула. Ее родители вообще-то, пока я писал тебе это письмо, я вдруг понял, что день ты сегодня был хороший, ну такой семейный. Я усыновил бабушку Розу, познакомился с тестем и с тещей, и у нас завязались хорошие отношения. И в конце концов, моя жена в добром здравии. Правда, ближе к 11 часам. До завтра. Сегодня никаких желаний. В конце концов, тебе тоже нужно отдохнуть. Пегги! 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 Что-то случилось, Оскар? Бабушка Роза, я не понимаю, как так произошло с этой Сандриной? Это все бесовские проделки среднего возраста. Мужчины от 45 до 50 лет, все мужчины таковы. Они пытаются себе доказать, могут ли еще нравиться женщинам. Они если оно того стоит. Дорогой Бог, сегодня я переживаю. В общем, расскажу тебе быстренько, потому что это мелочь не заслуживает никакого внимания. Пегги Блю сказала, что она хорошо себя чувствует, и сказала, что сегодня между нами все кончено. Я ей сказал, что так нельзя, и Сандрина, это же всего лишь ошибка юности. Не хочет же она сказать, что я должен всю жизнь из-за нее расплачиваться. Но я не смог ее убить. Она стояла на своем и сказала, что все кончено. О, завтра же Рождество, да? Это же твой день рождения. Сделай, пожалуйста, так, чтобы мы с Пегги Блю снова помирились. Я не знаю, из-за этого или нет, но сегодня я чувствую
меня Бог. Раз уж мы с тобой друзья, сообщи мне, пожалуйста, что мне подарить при день рождения? Оскар! Оскар! Оскар, ты где? Оскар! Оскар! Все тебя разыскивают, там такой переполох. Твои родители просто в отчаянии. Они уже сообщили в полицию. Меня это не удивляет. С них станется поверить, что я могу их полюбить, только когда они мне закуют в наручники. Ну да. Бабушка Роза? Ну, Оскар, ну в чем ты их упрекаешь? Они боятся меня. Они боятся заговорить со мной. Боятся посмотреть на меня. Ты что, с ними разговариваешь? Да. Они завидовали тому, что мы с тобой так хорошо ладим. Нет, не завидовали. Им было грустно. Грустно, что у них так не выходит. Однажды ты умрешь, Оскар. Но ведь твои родители... жестоко упрекая себя в том, что не смогли помириться со своим единственным ребенком. Не говорите такое, бабушка Роза. Эти слова вгоняют меня в тоску. Да, Оскар. Ты умрешь, но ты очень умен и понимаешь это. Но ты не понял одного. Умрешь не только сегодня. Твои родители однажды тоже. Я тоже. Ну, но ведь я уйду прежде. Это так. Ну, разве ты можешь делать все, что угодно? То, что если прежде уйдешь, право забывать о других? Позовите их. Простите меня. Простите меня. Я забыл, что вам тоже однажды придется умереть. Дорогой Бог, сегодня Рождество. В 8 часов утра я сказал Патиклю, что я ее очень сильно... И что она тоже меня очень сильно любит.
бабушка Роза, она просто волшебница. Знаешь, что она сделала, Бог? Она собрала всех в нашей палате. Мы пили чай и встречали Рождество. Мы веселились, разговаривали, смеялись. И тут вдруг на минуту мне показалось, что все, и папа, и мама, и даже Пегги Блю, мы все стали такими, как раньше. Да, Бог, сегодня же Рождество. С днем рождения тебе! Бабушка Роза сказала, что наше сегодняшнее примирение с родителями – это хороший подарок на твое рождение. Я ей, конечно, сказал, что подарок такой себе. Но раз уж твоя старая знакомая, бабушка Роза так говорит, то на завтра. Целую. Оскар. А, Бог. Бог. Едва не забыл про сегодняшнее желание. Сделай, пожалуйста, так, чтобы мои родители Дорогой Бог, сегодня мне исполнилось 60 лет. Я начинаю расплачиваться за вчерашнее излишество. Должен сказать тебе прямо, Бог, состояние у меня сегодня не самое лучшее. Меня сегодня навещала Пегги Блю, приезжала в своей коляске с колесиком. Да. Мы с ней слушали Щелкунчик, держали за руки, и это нам напомнило о прошлом. В том, что вам каждый день приходится сообщать людям дурные вести. Вы не Бог. Вы не можете повелевать природой. Вы всего лишь занимаетесь мелким, грех, мон, нам. Отпустите ситуацию, расслабьтесь. Потому что если вы будете так напрягаться, то с такой работой вы долго не протянете. Ты прав, Оскар. Спасибо, что можете заходить. Да, угодно. Что ты делаешь, Оскар? Бабушка Роза, я не понимаю, почему в медицинском словаре введены всякие частности, всякие болезни и вирусы, которые случаются только с некоторыми людьми, а общих понятий, ну как, не знаю, жизнь, смерть, Бог,
сегодня читали медицинский словарь. Это ее любимая книга. Она любит читать про всякие там болезни, болячки, особенно про те, которые могут ожидать ее в будущем. А я искал статьи, которые интересуют меня. И не нашел ни про жизнь, ни про смерть, ни про веру. Что в сущности, конечно, означает, что и жизнь, и смерть, и ты сам Бог. Это не болезнь. Хорошие и серьезные книги не должны быть ответом на такие серьезные вопросы. Это странно. Ну что ж, до завтра. Целую, Оскар. Дорогой Бог, я не писал тебе весь день, потому что мне было страшно грустно. Ну и
недооцениваем